спикер и следующий человек, которому я хочу дать слово, это наш уважаемый ученый, это кандидат исторических наук Аминат Хасановна Курмансиитова. Аминат Хасановна, здравствуйте. Аман сызба. Я приветствую всех участников круглого стола. Аминат Хасановна, вот я хотел вам задать такой вопрос. Вот мы услышали от Ахмета Аминовича о таком слове и о таком термине, как «ногайлы». Очень много спекуляций и очень много споров вокруг именно этого термина. Вот мы задаем вам вопрос как эксперту, как кандидату исторических наук, как к ученому. Этноним «ногайлы». Это историческая действительность или миф? Что? Помогите нам, пожалуйста, разобраться в этом вопросе. Спасибо. Уважаемые участники круглого стола, я специально подготовила для вас сообщение, которое посвящено как раз-таки этнониму «ногай» и «ногайлы». Это историческая действительность или миф. И я последние 2 недели опять-таки вернулась к первоисточникам, взяла опять, просмотрела работы, фундаментальные научные труды наших ведущих историков, нагаеведов, которые занимаются историей нагайского народа. И вот что я получила в результате вот такого анализа большого массива источников и историографии. Я бы хотела сейчас вам сделать небольшой этот видеоряд, с вашего позволения. Вот у меня в руках, посмотрите, пожалуйста, видите? В руках у меня книга Даниила Сидахметовича Кадрниязова «Нагайцы в известиях». Он охватывает, значит, работы с 15 по 18 века включительно. И здесь абсолютно все, что он собрал, конечно, кроме этого тоже есть еще источники, но это очень большой массив источников. Он написал статью для введения и дал все, что эти авторы написали о нагайцах. Вот книга вышла, это, так скажем, в каком году? Так, в 99-м году. Я еще раз прочитала эти источники и могу сказать, что ни население Золотой Орды, ни население Ногайской Орды эти авторы не называют словом «ногайлы». Они так не обозначают. В связи с исторической действительностью, как мы и привыкли видеть на карте Золотоордынского периода, а после распада Золотой Орды там все показано. А что касается нагайцев, все эти русские и западноевропейские и восточные авторы население Ногайской Орды называют ногай. И потом, конечно, кроме этого, большой массив архивных документов, значительный корпус историографии проанализировали и использовали ведущие ногайские нагаеведы. Вот, допустим, вот такой Ахцакан, как Кочекаев. Видите, да, его книгу? Ногайско-русские отношения в 15-18 веках. Надо сказать, что Биарслан Кочекаев проанализировал очень большой круг источников, как архивных документов и историографии, и издал эту книгу в 1988 году в Алма-Ате, в Академии, значит, в издательстве «Наука» Академии наук Казахской ССР. Он здесь же также не употребляет термина «ногайлы», у него совсем нет, а использует термин «ногай» и ссылается при этом на большое количество источников. То есть книга написана на большой доказательной базе. Мой рассказ будет неполным, если я не покажу сейчас вам книгу Даниила Сидахметовича Кадрниязова. Вот она книга. Нагайцы в 15-18 веках называется книга.
Она также написана на исторических источниках, архивах. Все население Ногайской Орды Даниил Сейдахметович обозначает термином «ногай», а термина «ногайлы» у него тоже нет. Но для нашей ногайской общественности самый значимый авторитет – это Вадим Винцерович Трипалов. Вот его книга «История Ногайской Орды». Она трижды уже издана. Вот трижды издана. Вадим Винцерович Трипалов также использовал в своей работе значительный корпус документов, историографических источников, опубликованных источников, большую и чрезмерно различную историографию. И у него тоже в лексике нигде не используется этот термин «ногайлы». Население Ногайской Орды называется Ногай. А Золотой Орды тоже, вот я просмотрела работы, значит, по Золотоордынскому периоду авторов, тоже население Золотой Орды, как и положено, расписано по улусам, и термина Ногайлы специалисты-историки в области Золотой Орды этот термин также не используют. Конечно, я обратилась к творчеству Чокана Валиханова. Вот она книга. Вот Чокан Валиханов. И тоже посмотрела, а что же он пишет. Специально для участников нашей конференции я составила конспект его изречений о ногайцах на нескольких страничках, распечатала его. Кто такой, во-первых, Чокан Валиханов? Давайте вспомним. Это выпускник Сибирского кадетского корпуса, который закончил его в 1853 году. К сожалению, он прожил недолгую жизнь. Вот. Но после окончания этого кадетского корпуса, Сибирского кадетского корпуса, в 1853 году он получил чин младшего офицера. К сожалению, Маргулан не указывает, какой у него чин был. И в 1855 году в качестве офицера по особым поручениям Гасфорта участвовал в экспедиционной поездке по Семипалатинской области. В то время это была Западно-Сибирская губерния. Вот. И, кроме того, в последующие годы Валиханов принимал участие в путешествиях по Семипалатинской области, Семиречью, Киргизии, Восточному Туркестану и Западной Китайской империи. В пути он писал дневники, заметки, делал какие-то наброски. Ну и в результате я эту работу уже неоднократно читала, она у меня в личной библиотеке, эта книга есть. И он с удивлением обнаружил для себя, что многие кочевники бывшей Центральной Азии называют своими предками нагаев, все древнее причисляют нагаям, и все считают, что нагаи являются их своими предками. И вот здесь и появляется вот тот термин, который так будоражил нашу ногайскую общественность. Вот что он пишет на странице 235. Старики говорят, что Ногай было общее название кочевых татар для отличия от полуоседлых. Ногайлы, Өзбеклы, их называли Ногай. Вот тут определить, конечно, и вся его книга написана вот в таком духе, когда термины, понятия, народы, родоплеменные названия, все это было смешано. Определить очень сложно. Таким образом, термин Ногайлы первым ввел у нас Чокан Валиханов.
Но введя такой, значит, термин, дальше он в одном месте Ногай называет, в другом случае татары называют нагайцев, в третьем случае опять Ногайлы называют. И притом отмечает, значит, на странице 240, самый замечательный исторический джиркиргизский – это Идыге. Тот самый Идыге, Эдику, Идыге, в ярлыке Тахтамыша. Значит, самый монарх-феодал и темник, который развил вид автоприводства и управлял Ордой безотчетно при 4 ханов. Урак, Иркокче, Ирхасай, герои других эпических поэм, также из времени первого ногайского народа. И вот тоже для меня открытие, откуда появился первый ногайский народ у Валиханова. А где же тогда вторые, третьи? Но дальше он продолжает. Но джиры их замечательные, только по любопытному описанию племенных волнений, ханских битв, батырских набегов, смутную тахтамышевскую эпоху ордынскую. Вот здесь Валиханову совсем невдомек, что в этих исторических песнях описываются события, происходившие в Ногайской Орде, в Манвицком юрте. Главные герои – это Эдге и потомки Эдге, известные в истории Евразии личности. Вот таким образом мы, когда читаем то, что он пишет о казахах, также вызывает много вопросов у читателя, потому что он вот здесь в своей работе называет самих казахов то киргизами, то кайсаками, то казаками. И, короче говоря, определить, где дикокаменные киргизы, он подчеркивает, что вот настоящих киргизов, а где же находятся, а как же называются современные нагаи, эти казахи, тоже очень сложно. Таким образом, вот работу Чакана Валиханова, его творческое наследие, конечно, нужно очень критически оценивать. Ну а что же произошло дальше? Если до 60-х годов тюркологические центры находились в Москве и в Ленинграде, начиная с 60-х годов уже тюркологические центры перемещаются в регионы: в Узбекистан, Татарстан, Кыргызстан, Казахстан и так далее. И уже ученые этих регионов начинают заниматься инсинуацией и фальсификацией истории нагайцев, присваивая богатый нагайский эпос, поэзию старонагайских поэтов и исторические события из жизни Ногайской Орды. И в активный такой научный оборот казахские исследователи вводят этот термин во второй половине, значит, 20 века. И так ли это безобидно, что они используют этот термин «ногайлы», и под этим видом все ногайские исторические песни и творчество староногайских поэтов называют казахскими. Последствия очень тяжелые и сложные для ногайской науки. Но чтобы быть неголословным, вот у меня в руках книга «Ногайский героический эпос». Она у вас тоже там на полке сзади вас стоит. Вот эта книга Хашима Сикалиева. Вот эту книгу «Ногайский героический эпос» Хашим Сикалиев написал в 70-х годах. Но защитить ее он как диссертацию не смог. Потому что, войдя в науку в 70-е годы, Хашим Сикалиев очень смело заявил в тюркологии советской, что ногайцы являются, значит, непосредственными, значит, наследниками памятников эпохи Ногайской Орды.
и что эти памятники описывают непосредственно страницы из жизни нагайцев. И у него были уже выступления на всесоюзных конференциях в Ташкенте, в Казахстане, в Москве. И он встретил большое сопротивление от тюркологов братских нам народов. И ему наши братские народы в лице таких известных тюркологов заявили Ашиму Сикалиеву, что он в своей работе должен убрать слово «нагайский» и указать, что исторические гистаны Эдге, Ногайдын Карахбатары, Айсылдын Аруамет, Шораватыр и другие являются общетюркскими. Иначе он не пройдет защиту. Любой спецсовет в центре, тюркологических центров, которых членами являлись татары, узбеки, казахи, проголосуют против. Рецензенты, черную рецензию он тоже не пройдет. И вот эта книга Ашима Сикалиева вышла только в 90-х годах. Ашим Сикалиев не пошел на подлог, он ради диплома не поступился принципами, а наоборот мужественно отстаивал: это принадлежит нагайцам, это все нагайское. И защитил он диссертацию лишь в начале 2000-х годов, когда уже распался СССР, когда давление со стороны тюркологов, братских народов Российской Федерации ослабло, и появилось много спецсоветов для альтернативы, можно было защититься. Поэтому вот я показала один лишь пример, не буду на этом сосредотачиваться, но хочу сказать, что слово «ногайлы» имеет свои последствия и будет иметь последствия до тех пор, пока мы сами, нагайцы, работающие как на ниве науки в различных отраслях ее, так и творческая интеллигенция и вся общественность не усвоят одну прописную истину. Спекуляция тюркологами, что памятники фольклора и старонагайской поэзии относятся к эпохе Золотой Орды, несостоятельна. Потому что Золотая Орда развалилась на ряд независимых государств в конце XIV – начале XV века. А вот этот всемирно известный эпос «Эдге», в котором воспевают основателя нагайской государственности, знаменитого Эдге, он появился уже в 15 веках, усовершенствовался нагайскими певцами и поэтами еще последующие века. Это достояние нагайской культуры, которое было сложено нагайскими поэтами и певцами. И это является достоянием нагайского народа, и только мы, нагайцы, являемся наследниками полноправных. Неоднократно уже перечисляла вот это. Точно так же, как и нашим достоянием является творчество наших старонагайских поэтов 15, 16, 17 веков, безусловно. Таких поэтов, как Шалкииза Тленшула, Асан Акаева, Казтуган Сюйнушула и так далее. И поэтому вот это переписывание нагайской культуры на свой манер тюркологами, конечно, беспокоит нагайцев. Но мы не можем сегодня однозначно говорить,
что все казахские, татарские ученые занимаются фальсификацией ногайской истории. Среди них много объективных исследователей, и из представителей науки, и творческой интеллигенции. Вот мне любезно один пример в свое время скинул наш Рамиль. Вот я зачитаю его. Вот об эпосе Ноғайдың қырық батыры известный казахский философ и политолог Жаксалы Сабитов пишет: можно сказать, что эпос «40 батыров Крыма» попал к казахам через кубанских нагайцев, салтанаульцев, которые бежали к ним. Среди казахов он немного видоизменялся. Поменялась роль Алау с отрицательной на положительную и так далее. Изначально эпос сложился в Малой Ногайской Орде. Вот здесь я при анализе вот этого большого массива документов обратила внимание на те факторы, которые способствовали популяризации ногайского фольклора среди братских тюркских народов. С вашего позволения я хочу вас с ними познакомить. На мой взгляд, один из важных факторов наших мужественных батыров, соседние ханы, приглашали для участия в войнах своими врагами. Это было привычным явлением, когда ногайские батыры шли защищать родственные народы. И, конечно, батыры ногайские участвовали не только в сражениях. Были и привалы, и небольшие перерывы. И они исполняли ногайские героические песни. Вот этот один момент, который был. Второй момент, мы не должны забывать, что ногайцы были мусульманами, а в исламском мире всегда ценилась рукописная книга. Это была целая традиция и целые школы, которые занимались переписыванием рукописей. Соответственно, и в Ногайской Орде были свои школы переписчиков. Они переписывали Коран, отдельные ее части, сказания о пророках и другую литературу религиозного содержания. Но среди этих рукописей очень много было рукописей кол-язва, ногайских дистанов и поэтических сборников, широко распространявшихся не только среди ногайского населения, но и соседних тюркских народов. Вот об этом многие из нас читали работы Востоковеда Османова, Фалева и других, которые отмечают, что они собирали среди ногайцев рукописи и выявили, что там очень много сборников с фольклорными текстами в частных коллекциях. Значит, третий фактор – это династийные браки, когда княжны с собой брали свои библиотеки, выходя замуж, они попадали в ханские, коллекции. Кроме того, невесту сопровождала стража, которая на праздниках и свадьбах пела. Ханы из соседних государств приглашали ногайских философов, певцов, сказителей и так далее. Вот и после вхождения ногайцев в юрисдикцию России многие ногайцы были вынуждены бежать, и вместе с ними попадали ногайские рукописи к татарам, казахам, каракалпакам и другим. И, конечно, значительную роль сыграла печатная книга, в первую очередь книга, Мухаммеда Османова. Вот факторы, которые способствовали широкому распространению ногайского фольклорного наследия и произведений староногайских поэтов. Итак, мы должны сказать, что термин «ноғайлы» придуман был Чаканом Валихановым, чье творческое наследие надо оценивать очень критически. Это не изречение из Корана, как и другие источники, тоже всегда надо критически рассматривать.
нагайцам, ученым и творческой интеллигенции, при написании истории Ногайской Орды, выступлениях устных, письменных, мы должны всегда особо подчеркивать, что все фольклорные памятники, они принадлежат, созданы были в эпоху Ногайской Орды, и мы, нагайцы, их наследники. Спасибо, Аминат Хасан. Очень содержательный и очень полезный доклад.